Ой, одни горя, одни несчастья. Ой, это рассказывать очень долго. У меня у мамы, получается, их было 10 детей, погибло 8 при депортации за 2 недели. Их выслали в Ферганскую область, в Кувасайский район. И погибло, в общем, 13 человек родственников. 8 братьев, сестер ее. Там мама, папа, братья двоюродные. Мама Ускут. С Ускута их депортировали в Узбекистан. Она очень тяжело перенесла это. Она рассказывала, на вагоне булку хлеба 18 дней она ела. Все. Вообще само слово неприятное. Я сам рожденный в местах депортации. И что такое депортация? Я с детства это слышал, Балар. Что это такое вообще? Для чего это? И вот когда, к большому сожалению, сегодняшняя молодежь, когда говорит, что есть история, есть... К большому сожалению, молодежь на сегодня ослепла. Не понимает вообще, смысл жизни не понимает. Люди столько времени, здоровья, средств вложили, чтобы возвратиться домой в Крым, жить здесь, радоваться. А многие этого не могут понять. К большому сожалению. Пускай немножко глазки откроют молодые, ушки почистят и послушают вообще историю. Может, им когда-то это и надо будет. Если историю забудут, то им быстренько напомнят. Ну, у меня бабушка была при депортации, да. Она рассказывала, что это очень такое, вообще, конечно, тяжелое. Как и все, пострадали очень сильно, конечно, от депортации. И очень негативное такое. До сих пор мы забыть об этом, конечно, не можем. И такое не должно повториться. Депортация. Родители же в Узбекистан переселили. Вот и вся память. Мы дети из Узбекистана уже. Вот. Много ничего нам не рассказывали. Так и росли мы там. Потом переехали сюда и живем здесь. У меня отец депортированный. Были тяжелые времена. Сложности были. Трудно было. Голод был. У нас многие погибли. На всю жизнь след оставила в сердце. Она, наверное, в каждой семье оставила след. Дедушки, бабушки рассказывали, естественно. Все это в памяти в нашей заложено, конечно. И мы также будем детям рассказывать своим.